Вот теперь-то таджики заживут. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, что ожидает нас в ближайшем будущем. Подписывайтесь на наши обновления и будете в курсе всех последних и важных событий. Президент Таджикистана выступил с традиционным ежегодным посланием к парламенту. Нынешнее обращение Рахмона от прошлогодних отличалось в основном подведением итогов 30 лет независимости. Речь президента длилась 2 часа 40 минут. Президент Таджикистана в своем ежегодном послании парламенту страны объявил с 2022 по 2026 годы пятилеткой промышленного развития и поручил создать более 500 тысяч рабочих мест и удвоить доходы населения. По его словам, население Таджикистана достигнет 10 миллионов в 2022 году и 11 миллионов в 2026 году. И государственные программы и стратегии должны разрабатываться с учетом роста населения. Президент также обратил внимание присутствующих на повышение уровня благосостояния населения. В качестве показателей он привел статистические данные ввезенных в страну автомобилей. Президент поручил разработать и принять до конца 2022 года государственную экономическую стратегию. Он отметил, что за последние 20 лет экономический рост в среднем составил 7,5%. При этом доходы бюджета выросли от 252 миллионов сомони до 28 миллиардов сомони. За последние 20 лет среднегодовой экономический рост составил 7,5% валовой внутренней продукции страны и увеличился с 2 миллиардов сомони в 2000 году до 95 миллиардов сомони в 2021 году. Рахмон указал на 30-кратное увеличение количества абонентов телефонной и мобильной связи. Президент даже возмутился расходами населения в этой сфере. Только за последние 10 лет на мобильную связь население потратило 30 миллиардов сомони. Мы мобильным компаниям, 90% которых являются иностранными, ежегодно отдаем 3 миллиарда сомони. И еще говорим, что у нас нет денег. Только наши разговоры стоят 30 миллиардов сомони. Это 3 миллиарда долларов. Если бы эти деньги направили бы на строительство Рагунской ГЭС, давно бы построили станцию. 3 миллиарда – это не маленькие деньги. То есть валовый внутренний продукт увеличился почти в 53 раза, государственный бюджет в 11 раз, а валовый внутренний продукт на душу населения вырос больше, чем в 30 раз. В этот период в стране было создано более 2000 производственных предприятий, а объем производства промышленной продукции по сравнению с первыми годами независимости увеличился почти в 4 раза, отметил глава государства. А вы верите в такие цифры? Видите такие изменения? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Что касается занятости населения, Рахмон заявил, что с 2000 года в стране создано свыше 3 миллионов рабочих мест. За точку отсчета президент взял 2000 год. Как он отметил, до этого времени правительство решало вопрос стабилизации внутриполитической ситуации. Также президент Таджикистана Эмомали Рахмон сообщил о грядущем повышении пенсий, пособий и заработной платы, в том числе размера минимальной зарплаты. Откуда мы можем воспитать хороших специалистов? Мы сами себя обманываем. Всегда количество. Выдаем только бумажку, диплом. В голове ничего нет. По словам главы государства, заработные платы, пенсии и стипендии вырастут в Таджикистане в середине 2022 года. С 1 июля 2022 года заработная плата всех сотрудников органов государственного и общественного управления, образования, культуры, спорта, здравоохранения, социальной защиты и других бюджетных организаций, а также студенческие и другие стипендии увеличатся на 20%, сказал Эмомали Рахмон. Также глава государства предложил с января 2022 повысить заработные платы военных и сотрудников правоохранительных органов на 25 и 20% соответственно. По словам президента, с 1 июля 2022 года на 25% будет увеличен размер пенсий для детей-сирот. Кроме того, Эмомали Рахмон предложил поднять минимальный размер оплаты труда. Он предложил повысить минимальную зарплату на 50%. Таким образом, согласно заявлению главы республики, минимальная заработная плата в Таджикистане должна быть установлена в размере 600 сомони вместо нынешних 400. А как вам такие планы президента? И как вы думаете, они будут осуществлены? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!